736 футболистов, по 23 в каждой сборной. 32 команды, 12 стадионов и 11 российских городов. Такой футбол на Якутия-24. Мы говорим только о футболе. Ласи Сергеев и Андрей Погорелов. На первом домашнем чемпионате мира сборная России постарается прервать неприятную традицию покидать турнир после группового этапа, как это было в 1994, 2002 и 2014 годах. Сегодня в нашей студии эксперты, аналитики Максим Шибаев и Олег Марченко. Здравствуйте. Ну и начиная наш разговор, команда Станислава Черчесова в этом году записала в свой актив 1 очко. Случилось это в матче с Турцией. Эта встреча завершилась со счетом 1-1. Предыдущие встречи со сборной Бразилии, Франции и Австрии были проиграны. И по вашему мнению, вот об этом выступлении, почему сборная России так выступила, и следует ли акцентировать внимание на том, что тренерский штаб во главе с Станиславом Черчесовым выбрали вот такие сильные сборные, как Франция и Бразилия? Ну, я думаю, что акцентировать на это, конечно, нужно внимание. То, что мы выбираем таких соперников, как бразильцы, французы, это только на пользу нашей сборной. Играть с командами топ-уровня, в любом случае, где можно посмотреть наших игроков, тем более сборная у нас есть ребята молодые, вот, и дать им почувствовать это очень хорошо и очень полезно. Вот. А так, в целом, то, что мы, да, может быть, мы провели не очень удачно серию этих товарищеских матчей, даже с учетом того, что за 2 игры мы нанесли там 2 или 3, один удар, да, в створ ворот. Но все-таки это товарищеские игры, вот, и Станислав Саламович просматривает какие-то схемы, просматривает игроков. Если вспомнить в прошлом году выступления нашей сборной на Кубке Конфедерации, то мы там все видели, как он играл в 3 защитника, вот, выдвигая при этом одного опорного, насыщая середину поля. То в целом сейчас, что тоже лично для меня было удивлением, уже мы играем в 4 защитника. Вот. То есть он смотрит, он что-то просматривает, он что-то готовит. Возможно, мы сегодня будем какие-то сюрпризы увидим с его стороны и с нашей сборной. Вот. В целом, конечно, немножечко настороженно и тревожно с учетом этих игр. Но я бы пока не стал бы так уж слишком критично к этому относиться. Товарищеские игры есть товарищеские игры, не стоит об этом забывать. Далее, конечно, хотелось бы поговорить уже и о составе. Да, вот в нашей сборной представлено 10 клубов, по 5 человек из ЦСКА и Зенита, и из остальных клубов где-то по 1, по 2 человека. Если сравнивать, предположим, с Саудовской Аравией, то в большей степени Саудовская Аравия — это наш первый конкурент, да, с кем мы встретимся сегодня. Из 2 клубов, Аль-Ахли и Аль-Хиляль, 16 человек на 2 клуба. У нас в сборной сейчас, ну, можно так смело сказать, нет базового клуба, которыми в свое время были Киевская «Динамо», да, Московский «Спартак». Вот насколько это вообще вопрос к сыгранности, скажем, того же нашего состава? Ну, это, наверное, тоже присутствует, конечно. Вот, как Максим сказал, я немножко не соглашусь. Были игры товарищеские, это и контрольные игры были. Там, чтобы ногу убрать, там как-то что-то каждый доказывал свою состоятельность, чтобы попасть в состав. Потому что состав был расширенный, и нужно было еще 5 человек убрать. На сборы команда проходила, и тренер ездил на все игры, и домашние игры нашего чемпионата России. За каждым следил, за каждым смотрел, кто играет и в российском чемпионате, и за рубежом, кто играет. Так что я не думаю, что там товарищеские игры, это контрольные игры были перед чемпионатом мира, чтобы попасть в сборную, нужно доказывать свою... Конечно, там, если ты уберешь ногу или что-то как-то, это не всем тренерам нравится, и тренера, мне кажется, все смотрят и следят за своими игроками, а то, что вот Саудовская Аравия представлена 2 клубами, ну, это не показатель. Там, посмотрим, игра покажет, поле рассудит всех, и мячик рассудит, там, как будет. По мне, так это даже может очень здорово, что мы наоборот не базируемся на каких-то 2-3 наших ведущих команд. Это опять-таки шанс для наших ребят. И как бы позыв другим всем нашим игрокам, что неважно, в какой ты команде играешь, пусть это будет там и СКА Хабаровск, грубо говоря, и чуть ли не команда вообще там ФНЛ, да, что если ты показываешь себя
у тебя есть все шансы Ну, играть. в есть ли сборной. у нас, кстати, такие игроки в сборной? Как в свое время, предположим, звезда взошла, ну, по мне так, да, в какой-то момент, как Панов забивал все время французам, он долго не играл за сборную, но в какой-то момент привлекли звезду, которая именно вот в течение там какого-то вышла на пик своей карьеры, и он пригодился на тот момент в сборной. Ну, что вы имеете сейчас в виду? Есть ли у нас в сборной человек? Такие игроки, да. То есть придерживается ли Черчесов такой позиции? На данный момент нет таких. Я игроков. тоже не вижу, что... Но это может быть и неплохо. Это может быть и, в принципе, и неплохо, что у нас нет такого ярко выраженного лидера, но в целом, что может быть команда монолит, и ребята как-то все прекрасно понимают. Не считаю это большой проблемой. Команды что нет. будут доказывать, да, Конечно, свою состоятельность. конечно. Да, и вот все-таки продолжая тему вот о клубах, да, вот то, что у нас 10 клубов представлено в Саудовской Аравии, там практически вся сборная из 2 команд, да, но я думаю, следует всегда помнить о том, что все-таки есть разница внутреннего чемпионата вот Саудовской Аравии и все-таки чемпионата России. Ну и продолжая вот беседу о составе сборной России, состав нашей команды является, входит в число одних из самых возрастных по рейтингу вот, из числа участников чемпионата мира в России. Команда Черчесова занимает 6-е место, средний возраст чуть превышает 28 лет. И как вы думаете, вот, как это скажется ситуация с возрастом на домашнем чемпионате мира? Положительно или все-таки отрицательно? Мне кажется, у него было очень мало времени. 2 года – это очень мало времени, чтобы сделать боеспособную команду, чтобы показала результат хороший. А то, что возрастные игроки, еще раз повторяю, опытные игроки, они возрастные игроки, тот же Игнашевич, тот Загоев, тот же вратарь наш Акинфеев, которые прошли уже огонь и воду, можно сказать, и за ними, наверное, будет где-то молодежь стремиться, и глаза у них будут гореть, ну, чтобы не подвести и показать, что мы тоже достойны чего-то. У него, наверное, нету выбора. Если он сделал ставку на этих игроков, ну, наверное, значит, они сильнее, они лучше, они опытнее. В составе нашей сборной 7 человек, которые играли на предыдущем чемпионате мира. Это тот же самый Игнашевич, Акинфеев, Семенов, Гранат, Загоев, Жирков и Самедов. И 16 игроков, они будут дебютантами, в том числе это 2 наших форварда, бомбардиры. Да? Вот на кого мы будем делать ставку? На Смолова или Дзюбу? Да? Смолов в этом году в чемпионате забил 14 голов, в российском чемпионате Дзюба всего 7 голов. Если посмотреть на статистику Смолова, то за выступление именно за сборную, да, за всю его карьеру он отыграл 22 игры, при этом забил 8 голов. На него будем ставить ставку или на Дзюбу? Дзюба не всегда. Практически уверен, что выйдет Смолов, безусловно, с первых минут. Считаю, что Дзюба в нашей сборной пригодится в тот момент, когда что-то будет не получаться. Вдруг сегодня мы не забьем, закончится первый тайм 0-0, но не слаживается, где-то не пойдет, и вот именно где надо будет... Стиль игры поменять. Конечно, таранного типа, да, продавить и опять-таки стандарты, выиграть он, кстати, вот эту это борьбу, неплохо делает. зацепиться за мяч высокий, где под него уже вбегут полузащитники. Вот это работа Дзюбы. А так, конечно, я думаю, что Смолов с первых минут выйдет у нас в основном составе. Быстрый нападающий, техничный, открываются свободные зоны, где может человек убежать. У них, кстати, есть тоже свой лидер, да, бомбардир Мохаммед Аль-Сахлави. Он в квалификации, как Роберт Левандовский, все знают, кто это такой, забил 16 голов за счет своей скорости. И опять же, возвращаясь к Игнашевичу, насколько бы он опытный не был, не сыграет ли тот момент, что он все-таки возраст играет свою роль, и он уже не такой скоростной, а Кутепов, он изначально был медлительным все-таки, за счет своего роста еще. Но мы еще не знаем, выйдет ли сегодня Кутепов. Пока неизвестно, Пока да. неизвестно. Это раз. Потом Игнашевичу не обязательно за ним бежать, правильно? Он может за счет своего опыта перекрыть эту зону, куда ему последует передача. Позиционно выиграть. Конечно, переиграть его головой, пусть он бежит. Бежать все равно за ним придется сегодня. Как бы он хотел, не хотел. Да. Ему придется и бежать очень много сегодня. Много разговоров породило, знаете, что вот недавно, буквально, наверное, неделю назад, вышел обновленный рейтинг Международной Федерации Футбола. И в этом рейтинге, в обновленном документе, сборная России опустилась на 70-ю позицию. Такого случалось никогда в истории российского футбола. И получается так, что среди всех команд-участниц чемпионата мира в России наша чуть ли не команда худшие. находится, да, на самой низшей позиции.
И даже вот Саудовская Аравия вот находится 3 пунктами выше. И как вы думаете, насколько объективен этот рейтинг? Ведь я думаю, что мало кто согласится, что сборная России слабее. Да, Саудовской Аравии. Те же Вот по этому букмекерские рейтингу. конторы, я думаю, что они не только на этом Ну, рейтинге основываются. Ну, это статистика, это не наше мнение, это, наверное, это правильно, я думаю, это правильно, хотя мы всегда, как Максим сказал, будем переживать, болели и болеем за нашу сборную, ну, от статистики никуда не уйти, и это правильно. Мне, кстати, с Саудовской Аравией в своей истории российского футбола, да, мы играли один раз, это был 93-й год. К сожалению, счет не в нашу пользу был, проиграли со счетом 2-4. И если говорить о нынешнем составе, то трансферная стоимость сборной России составляет порядка 161 миллионов евро, а трансферная стоимость Саудовской Аравии 18 миллионов евро. Головин из ЦСКА только столько стоит. Один Головин. Один Головин стоит всю Саудовскую Аравию. И опять же, говоря о подготовке, да, вот вы правильно сказали, что Саудовская Аравия сыграла даже больше матчей в подготовке, да, к чемпионату мира. Они сыграли в этом году только 9, когда все сборные практически сыграли по 4 матча. Они готовились основательно, они провели 5 сборов выездных и у себя на базе, да, и, ну, статистика, правда, этих последних 4 матчей от сборной России практически ничем не отличается. Они выиграли у Греции, проиграли Италии, Перу и Германии. Вот и все, в принципе. Да, я надеюсь, что сегодня мы будем переигрывать эту сборную. Конечно, конечно, их тренер очень опытный. И то, что он проводит эти 9 матчей, он понимает, что ему надо сыграть, что-то посмотреть больше. Это очень, мы как тренера с Олегом Михайловичем, мы, наверное, тоже бы занимали такую позицию, да? Сыграть, если есть возможность сыграть больше матчей, почему нет? Конечно, сыграть больше товарищеских матчей, да? Если говорить о стоимости еще, то тогда с бразильцами нам вообще выходить не стоит. Один человек Если стоит говорить- 220, да. И Саудовская Саудовская Аравия, миллионов, Россия, да. еще несколько А у команд. нас 161 там, и тогда зачем вообще выходить на поле, если о стоимости говорить? Ну, ко второй паре нашей группы А, да, у нас еще играет Уругвай и Египет, они будут играть завтра. Из всех 4 команд только Уругвай, пожалуй, контрольные вот эти матчи сыграл лучше всех. Они практически все игры эти выиграли. Вот на кого лично вы ставите ставку? Как вообще расположится турнирная таблица группы А? Кто займет какое место? Ну, сборная России первое место займет, потом Уругвай займет, потом Египет и Саудовская Аравия. Только так, должно быть только так, мне кажется. Я надеюсь, что мы будем делить первое место с Уругваем. Вот, и это у нас, насколько я понимаю, у нас последняя встреча в группе с Да. уругвайцами. Да. Вот, и я надеюсь, что мы будем делить первую строчку значит, со сборной команды Уругвая. Ну и в завершении нашей беседы вот поговорили мы о раскладе дел в группе А. А что касается вот всего турнира, вот все-таки вот у нас сегодня прозвучали, да, цифры прогнозов, вот, прогнозы букмекерских компаний. А вот ваше личное мнение, вот, кто возьмет кубок? Германия отстоит титул или нет? Да, У такой нее вопрос. полсостава, те, которые уже чемпионы. Не хотелось бы, конечно, чтобы опять одни и те же сборные были и фаворитами, и играли они в финале, и те же немцы. Как и- вам финал Германия-Россия? Повторение Ну да, Олимпиады. это было бы очень сильно, конечно. Хотелось бы, чтобы другие немножко сборные попали и в одну, вторую, и в финал, чтобы было интересно смотреть, когда уже немножко все уже так вот. Все говорят заранее изначально, что или немцы, или бразильцы, или там испанцев тоже немножко там как-то стоят, хотя сейчас у них проблемы там какие-то непонятные. Хотелось бы немножко видеть, чтобы был другой футбол, и другие сборные стали чемпионами мира. Ну, футбол, каждая игра это абсолютно другая игра и разная история, понимаете? Там играют живые люди, и все может случиться. Поэтому, конечно, машина, конечно, дисциплина, но я бы не торопился делать каких-то определенных выводов, а переживать буду за Аргентину. После нашей После, сборной, это само собой. Конечно. Ну что ж, будем надеяться, что наша сборная одолеет Саудовскую Аравию, пройдет в следующий этап. Ну а дальше, как получится, хотелось бы, да, ну хотелось бы выше результатов, но дальше мы будем, если честно говоря, и этому рады. Сейчас задача как минимум это выйти из группы, как максимум медали заработать. Совершенно верно. Будем стараться. Будем Сегодня все надеяться будем и- смотреть этот матч в 12 часов по нашему времени. Он начнется.
И через 2 часа, в 2 часа ночи мы уже будем знать результат первой игры. Завтра в нашей студии встретимся и обсудим, конечно же, итоги этого матча.